Привет, друзья! Это канал Хибула, и я его ведущий Чамбул Кавтарадзе. Сразу подписывайтесь на канал, потому что мы можем съемки прекратить так, чтобы я не успею это сказать. Кому понравится фильм, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь. Передо мной сидит, как вы думаете, кто? Это Миша Микеладзе. Значит, сразу передаем привет Мартинову Сергею, который нас смотрит и тебя знает. Лучше, чем, да, меня. Ну, Петя Минцевич, к сожалению, я не могу сказать, смотрит, не смотрит, но, ну, в общем, кто смотрит, всем привет. Ребята, Миша Микеладзе. Мы находимся в Батумском бульваре, снимаем фильм. Миша живет в Калининграде. Это Российская Федерация, то есть он гражданин России. Он сейчас сам расскажет все подробно. Как, что, почем. Служил он на скамейке. Кто знает Святой Нос, значит, сразу причал. И у причала был дивизион С-175 комплекс. Миша служил там. Дальше уже он сам расскажет. Слушаем. Уволился я из армии в 80-м году в июне. Приехал на родину к себе домой. Недолго тут побыл. Хотел учиться. Уехал в Калининград. Там были друзья у меня еще до армии, знакомые к ним. Поступил Не знала, откуда вы и как там жили. Калининградский техникум строительный. Закончил. Параллельно работал на заводе ЖБИ-1. Завод железобетонных изделий. Начинал с лопатой. Работал рабочим, бригадиром стал. Заканчивая техникум, меня назначили мастером цеха. Ну, пошло дальше, там, начальником смены, начальником цеха. Вот, к концу уже, когда где-то около 6 лет работал заместителем директора завода по производству. Завод обанкротили, ушел с завода. Стал работать заместителем по производству колонии общего режима. Да. Самое смешное, когда туда попал, идет кот с биркой на шее, и кот Барсик там, и какая-то статья, за что сидел. Ребята, слушайте его. Кот сидел в зоне. Да, там у каждого зэка уже было разрешено, там у кого крыса, у кого кошка, кот, зверей разрешали иметь. Ну, было как бы ростки демократии попали даже в тюрьму во времена Ельцина. Вот. Работал, пока работал начальник. Он с уважением ко мне относился, и я, соответственно, к нему. Получился тандем, хороший человек, хотел производство. Зэки заинтересованы работать, чтобы быстрее выйти, что-то заработать, соответственно. Вот он ушел, я понял, что там уже не до производства, и ушел я. Он мог, у нас была кафедра в институте военная, у меня было звание там, капитана, я мог погоны носить. Ты пропустил институт, между прочим. После техникума ты закончил? Да, сразу поступил в МИСИК, Московский строитель. Он тоже закончил, там 5,5 лет учился. Вот. Вышел оттуда инженером-технологом. Вот. Как сказать, вот ушел оттуда, решил по своей специальности организовать бизнес. Ну, грузин же все-таки. Да, я не думаю, что из-за этого, может, да, какая-то жилка все-таки у нас есть, но не евреи, но грузины же.
тонко подмечено. Вот. Взял 2 цеха, организовал там производство. Ездил в Пермь, закупил оборудование для производства пенобетона, пенобетонных изделий. Ага, Вообще. это современное средство Да, на строительство. очень серьезно надо относиться к этому, очень. Ну, сам пенобетон это на 2-м месте после дерева по теплопроводности, по теплоемкости и так далее. Поэтому очень хорошие изделия. Не тонет в воде, то есть воду не впитывает. И экологически абсолютно чистый, там цемент, Всё. песок и пенообразователь. Все понятно. Значит, я попробую помодерировать. Миша, значит, и в армии ты, настолько я помню, ну, у нас там было 30 человек с нашего призыва. И, по-моему, чуть ли единственным был, который служил в первой батарее. Первая батарея это была более сложная служба. То есть, если я стартовик, он был, кем ты был? Старшим оператором. Делал что? Я ничего не делал, сидел в кабине, да, получал указания и исполнял. Поднял. Ты там на планшете что-то рисовал? На планшете работал. Ну, это не каждый может. Ну, это надо запоминать просто коды и все, ничего сложного. Это я к тому, что Ты тоже смог бы, я знаю. один человек написал, что поварешками, говорит, там были. Так что, ребят, не надо оскорблять. Были, конечно, и в коптерках просидели ребята, но и такие были. Как в любом нации, в любом обществе есть и такие. Общества разные. Хорошо. Знание, кто знал язык, тот мог работать не хуже, чем русскоязычные люди. Поэтому, да, я согласен. Миша 100%. женился. Да, женился. 3 детей. Угу. Вот. К сожалению, 2 уже нету. У меня было 2 дочки и сын младший. Вот сначала ушел сын, потом старшая дочь попала в аварию, погибли. Воспитываю 5 внуков, сирот. Живешь там же, в Калининграде? Да, у меня там все есть. 2 квартиры, дом свой, вот, сад, виноградник. Да. Море не черное, но зато Балтийское, там тоже можно купаться. За 40 с лишним лет я в Балтийском море купался раз 10 максимум. Максимум. Но когда у меня спрашивают, почему ты не плаваешь, то я говорю, ребята, если бы я искупался в Черном море зимой, надо мной бы смеялась вся Грузия. Как я могу купаться в таком же море, только летом? Там температура воды, я хочу сказать, летом бывает холоднее, чем у нас зимой. Там 12-14, вот такой. Бывает хорошие температуры. Или я туда уже не попадаю, мне это не надо. Вокруг моего дома, где я живу, есть залив Калининградский, есть озера, штук 5, наверное, карьеры. Мне не надо обязательно Все в понятно. холодном море искупаться. Все понятно. Ребята, Мишу можно было снять в фильме «Интересные люди». Настолько он человек интересный, и жизнь у него была интересная. Спасибо. Мы сейчас вернемся снова в Гремиху и начнем вспоминать. У нас альбома, к сожалению, нет. Постараемся вот так словесно вспомнить. Мы Сергея Мартинова упомянули. Кого, Миша, помнишь? И откуда? Назови, пожалуйста. Да я всех помню, кто со мной служил. Начнем с общих знакомых. Костюшка с Украины. Высокий такой был. Ищу 40 лет. Я случайно потерял его адрес. Писал он из города Коростеня, Житомирской области. Ага, вот видишь, как хорошо. Вот. Его фотографии, ребята, в моих фильмах есть, вы можете А я посмотреть. тоже могу передать, у меня есть его фото, и не одно. Вот. Ищу все, которые Костюшки. Там оказалось, что в этом городе чуть ли не 70% по фамилии Костюшка.
Дима и Костюшка, там, Дмитрий Ага. тоже распространенное имя там, Мгм. поэтому очень сложно найти. Писал и женщинам, и мужчинам разных. Давай зрителей попросим, украинцы, дорогие наши, в Житомирской области, город Коростень. Коростен, Костюшко Дмитрий, пожалуйста, помогите нам его найти. Я тоже с ним знаком, потому Возраст что... это 64-65 лет. Ага, ага. Высокий парень. Высокий парень, Симпатичный. симпатичный был, Да, да. да, Я да. тоже с ним знаком, потому что 3 месяца мы жили с ним в одной казарме. Это было Да, на БАМе. да, Ну, да, это да. не тот БАМ, не перепутайте. Это, ну, гремиханцы знают, что такое БАМ. Вот. И там мы служили вместе, значит, жили в одной казарме. Дальше, Миша. Вот, кого знаю. Ну, с технической батареей Серегу Мартынова. Угу. Калининград приезжает в это, ну, до войны, конечно. Приезжал в Калининград несколько раз, собирались все встретиться, то у него не получается, то Ага. у меня не получается. Он был дальнобойщиком, и, ну, я понимаю, он мог и время не найти. Да, 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 да. Да. Он Он, в полиции работал. да, я с ним общаюсь, мы с ним в мессенджере иногда можем и час поговорить, так что сейчас он на пенсии. Научил я его все-таки чачу делать. Ага, Вот, он мне писал, говорит, у меня остался виноград, не знаю, куда деть. Я его научил чачу делать. И он мне потом писал, счастливый такой, что качественный продукт у него получился. еще кого помнишь, Миш? Ну, был казах такой парень, Карибаев. Карибаева он помнит. Область помнишь? Нет, к сожалению. Карибаев. С Казахстана. С Казахстан Казахстана. с нашего призыва был. Да, 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 да. Карибаев, дорогой, ну ты должен нас помнить, потому что мы все вместе проходили карантин. 45 суток мы вместе проходили Да, да, карантин. да, да. Дальше, Миша. Из Беларуси, Уельский, Петя. Уэльский Петя из Ребята Беларуси. с нашего призыва, но они с учебки пришли. Ага, Вот. много таких было. Вместе со мной Да. тоже служили ребята. Потом я с ними и в учебке Вот, знаком. в первой батарее служили вместе. Угу. Вот. Журавлев. Журавлев, это не тот, который с Карелии. Да, да, Он да. был с нами на БАМе. Да, а потом это служил у нас. Так, Журавлев наш общий знакомый, Костюшка наш общий знакомый. Ну, Сергей Мартынов, про него и речи нет, наш общий знакомый. Да, Еще с кто? нашего призыва. Витя Долин. Золин. Угу. В Крыму живет. Ага, В Керчи. в Керчи живет. Тоже вместе с нашего призыва, вместе с ним, в первой батарее с ним служили. Угу. Вот. Ну, и, скорее всего, что встречались. Если с ним тоже был встретиться, ну, такой человек был вроде серьезный, не знаю. Миша встречал у себя дома Петю Минцевича, он с Да, чужака, мы с ним местами поменялись, его послали на 8-й, меня на его место туда, но нам вместе пришлось 3 месяца послужить на БАМе, и оттуда мы были знакомы, и Петя Минцевич родом из Калининградской С области. Калининградской области, Черняховский район, там Калининград почти не знает, потому что он редко там бывал до армии, а после армии он попал и поехал жить в Мурманскую область, в Мончегорск. Город Мончегорск, да, там у меня... И до сих пор там живет. Да, я пересекался в этом городе, он до сих пор там живет, в Однокласснике он присутствует, Facebook я не знаю, он смотрит, нет, ну, да, да, там нету. То есть он может и наш... Пропал из Одноклассников, надо его поискать, где-то у меня был телефон, я не могу с ним даже к нему дозвониться. То есть пропал у нас с ним связь. Да, у него проблема была в том, что это жена у него. Жена умерла, да, я тоже в курсе, мы с ним часто общались. Еще что, Миша? Что бы ты хотел бы сказать нашим зрителям? Вспоминайте нас. Это кто помнит, вспоминай. Понимаете, что хочу сказать, может пафосно получится. Дело в том, что года идут,
вроде что такое 2 года, да, для нашей жизни, где мы там уже больше половины жизни уже давно прожили. Да, 2 года. Жизнь, Миша, прожита уже Да, фактически. да. Но вот эти 2 года каким-то образом вписывается так, как будто это полжизни. Да. Вот. Самое интересное, самое такое веселое и заодно самое сложное, самое тяжелое Да. время нашей жизни было. Ребят, вот посмотрите, какая тут природа, отсюда взяли и загнали. А за деревьями сразу море, пляж, ребята. Да, на берегу Северного Ледовитого океана. Просыпаешься утром с правой стороны Белое море, с левой стороны Баренцево море. Да. Вот. Мне пришлось Да. тоже там служить. Холодный ветер Северного Ледовитого. Вроде ничего интересного. Зимой питьевую воду добивали таким образом. Долбили лед, грузили на машину и привозили, вот топили. А мы на санях таскали, потому что у нас был рядом озеро, а у вас, видимо, был он подальше. Подальше было. А еще снег пилили ножовкой, когда я внукам рассказывал, говорили, а зачем? Затем, Как можно снег пилить? Они не понимали. чтобы... Самое интересное, этого не понимали даже взрослые люди, когда я им рассказывал, мне было обидно, что они не верят. Они думали, я какую-то чушь несу. Да, Миша, один мой зритель, я про дедовщину фильм снимал и написал, он несет какой-то бред. Ребята, не дай Бог вам пережить то, что мы пережили, и не стоит так на друг друга, знаете, потому что вы там не были, а мы там были. Вы, может, в другом месте были, нас там не было, но мы про вашу ничего не Это, говорим. может, кому-то повезло. Да, Были, кстати, в 6-м дивизионе, где ты служил, там намного страшнее было находиться, чем у нас. Я видел своими глазами, как убежал этот Беридзе и Кейван. Вот. люди бежали, ребята. Да, бежали. Куда бежать? И там даже не знаешь, куда бежать. Вот. Куда? Мы все равно сбежали, дошли до части. Я Да, просто аплодирую, как можно. они дошли по тундре, Это где-то километров 60. километров 60, наверное, зимой, Миша. Зимой невозможно, летом было. Да, зимой это было бы, можно было замерзнуть. Они дошли максимум 5 километров, Да, если бы дошли. да, и при мне с чужака бегали. Но это все происходило летом, потому что зимой оттуда нельзя было убежать. Ну, ты потеряешься моментально, как только отойдешь. Там глаза невозможно было открыть. Пурга, буран. Ну, кстати, про Баренцево море я искупался один раз. Температура воды в Баренцево, как и там в Белом море, 4 градуса постоянно, зимой и летом. И мы пришел танкер, разгружали, ну как его, сливали нефть, Нефтепродукт. нефтепродукт, да, то ли Солярку. бензин, то ли солярку, не Да. помню. Вот, мне дали рацию, тогда рации были здоровые, на плечи. И был отлив, я залез на сопку. Прямо где эта сопка торчала, вот на это наверх залез и сижу. Мне видно и там, и там. И руковожу этим процессом. Пошла вода обратно, прилив. Я не успел выйти и остался на этой сопке. Нет, тут все нормально. Было. Ребята отвезли на шлюпке этот шланг на берег, уехали назад. И, короче, бочки наполнены, мне кричат оттуда все, пусть забирают этот. Я им даю команду, забирайте шланг, эти сволочи. И не забрали шланг, откуда они привезли, а за моей спиной, за сопкой. И когда забирали шланг, этим шлангом меня скинули в воду. Как вы думаете, Христос ходил по воде? Нет, я тоже ходил. Я бежал где-то около 80 метров, как сумасшедший.
Это был отлив, наверное, да? Прилив был. Начинался прилив, наверное, и еще не вся вода пришла. Не-не-не, прилив уже был полный, потому что они так бы и на шлюпке не пришли. Ага, ага, ага. Шланг не смогли бы забрать. Мгм. Вот. Я должен был ждать опять отлива, чтобы выйти. А, ты переплыл все-таки. Да. И они, короче, помогли мне. Это я рассказывал быстро, это где-то длится около 4 часов. Да, приливы и отливы я сам Да, видал. 2 часа, вода уходит на 1,5 В общем, километра. баржа приплывала. Сам в Гремиху я вам 100 раз рассказывал. Плыл корабль Вацлав Воровский, Мария Ермолова, Алла Тарасова. Ну, в основном это был Вацлав Воровский. Я замерзал и в порту Мурманска, и я видел, как ледокол дорогу пробивал, как он айсберги, значит, сбрасывал на айсберги желтый порошок, чтобы их было... Ну, в общем, это все мы видели. И вот, находясь там, где служил Миша, значит, на Святом Носу, это мыс такой на Кольском полуострове. В общем, я там увидел прилив и отлив. Я помню, баржа, на чем я приехал. Привезли картошку, это было в августе месяце, Миша, и как вода ушла, и это осталось на берегу, вот эта баржа вместе с картошкой, потому что ее так быстро нельзя было разгружать, разгружали, а потом вода как приходила, снова плавсредство начинало плавать, и, в общем, вот так это все было. Еще что можешь вспомнить? Такое смешное. Смешного много было, сразу в это в голову просто приходит. Ой, Он смешного. очень был контактный человек, Такой Боря приветливый. был бык, Ага. которого там... Бык это фамилия? Или прозвище? Бык настоящий. Настоящий бык, которого все подкармливали туда-сюда. Потом командир объявил, что быка будем резать, Борю. Ни один солдат не захотел его резать. Ага. Ну, был один человек, я фамилию не буду называть, потому что ему очень сильно попало за это от нас. И он зарезал, да? И он зарезал, сволочь. Да, ребята, чтобы вы знали, там всегда были приключения на скамейке. Значит, у них был свой коровник. Я, будучи тоже там, но рядом в дивизионе, значит, на Чужаке в 3-м, у нас служил узбек Кучкаров. Он окончил Ташкентский зооветеринарный институт, и ихний командир, ихний командир его пригласил, говорит, у меня корова заболела. Кучкаров поставил диагноз ожирение. Вот, и корову зарезали. Вот, окажется, его этот бик и осеменил, и она должна была телиться. Ой, просто повезло Кучкарову, что дальше Святого Носа некуда было ссылать. А то... Ему досталось от наших ребят. Младший сержант Кучкаров был такой, он был санинструктором, человек, окончивший Ташкентский зооветеринарный институт. Ну вот так, ребята, к сожалению, мы с Мишей оба болеем сахарным диабетом, мы алкогольные напитки себе не можем позволить. Вот вспомнили молодость, вот, и потихонечку будем сворачивать. Ну что, Миша, передадим всем привет, кто нас знает, привет, кто с кем помнит. пересекали. Найдите меня, я во всех социальных сетях, во всех, которые есть на планете Земля. Найдете меня. Пишите, обязательно отвечу. Да, ребята, кто посмотрит фильм, Миша Микеладзе есть во всех соцсетях. Я тоже его нашел там, или он меня нашел, я уж не помню. Мы общаемся давно. И вот через 43 года воочию мы встретились, ну, буквально на днях. Он ко мне подъезжал, и потом мы с ним договорились, потому что ему надо много родственников навестить. И сегодня выпало время, и мы про него сняли фильм. В общем, прощаемся мы с вами. 25 минут, Миша, разговариваем. Прекрасно. Желаем удачи, здоровья. Ребята, ищите друг друга. Всегда приятно находить своих близких людей. А ведь Миша так красиво сказал, ребята, эти 2 года самые тяжелые были, но
было там самое дорогое, то, что мы были очень молоды. И нам тогда казалось, что море нам будет по колену. И вот человек вам рассказал, как он оказался в Баренцевом все-таки море. Потому что это было мисс Святой Нос на стыке двух морей. Значит, с одной стороны Баренцевое море, где была бухта, а на другой стороне был Белое море. Так, нет? Да, Белое и Баренцево. Белое и Баренцевое, где встречаются две моря. Удачи вам, счастья. Кому понравился, ставьте лайки. Находите Мишу Микеладзе в соцсетях. Пишите, он всем ответит. Он живет в России, в Калининграде, полноценный гражданин России. Так что у него все нормально. Удачи вам!